Все мы знаем, что наша республика богата различными минерально-сырьевыми ресурсами. И то, что наши условия, якутские условия, это зимние морозы, многолетние мерзлые породы, они диктуют свои условия при разработке, изучении, освоении минеральных ресурсов. Наши научные исследования, они направлены именно для выявления новых технологий, новых инструментов, способов, которые могли бы быть применены именно в наших исключительно особенных условиях. И наши исследования, они проводятся под руководством уважаемого профессора, ментора Искрябина Львова Мироновича. И наш коллектив, он довольно-таки молодой, и между нами мы разделены на несколько направлений. То есть кто-то занимается именно разведочными скважинами, кто-то занимается буровыми инструментами, кто-то занимается разработкой технологий. То есть наши условия, зимние условия, суровые, климатические условия, география нашей территории, она особенная. То есть существующие техники, технологии, которые мы все знаем, которые выпускаются уже, они не всегда подходят к нашим условиям. То есть мы их должны постоянно обновлять, оптимизировать, чтобы они работали без осложнений, без каких-либо таких трудностей именно по нашим условиям. И тут хотел бы остановиться, что физико-механическое свойство горных пород, они особенны. То есть мы всегда говорим, что это мерзлота. Но мерзлота – это лед, который вода, замерзшая вода. И она, когда соединяется с горными породами, то у него уже меняется агрегатное состояние. Она усложняется. То есть мы стандартными, традиционными инструментами их не можем просто разрушать. То есть разрушать, я имею в виду бурение скважин. И в этом случае мы проводили достаточно много объемных исследований и выявили, что основным недостатком, когда мы используем традиционные инструменты, является это температурный фактор. То есть, когда мы бурим скважины, это процесс очень сложный. И когда идет трение инструмента с забоем скважины горной породы, она нагревается, и сразу повышается температура. И малые колебания температуры, они уже способствуют таянию льда в горном массиве. И это приводит сразу к различным осложнениям и авариям. Какие осложнения? Это перехват нашего бурового снаряда в скважине, это разрушение стенок скважины, то есть они препятствуют уже выносу разрушенной породы на поверхность, а это необходимо. Также мы из-за того, что у нас климатические условия, зима, она очень холодная, мы не можем использовать так называемые очистные агенты жидкие, то есть это техническая вода, глинистые растворы и так далее. Они замерзают. Поэтому наши условия пока оптимальным остается способ очистки скважины воздухом. То есть компрессор продувает и очищается воздух. Но данный способ тоже имеет свои недостатки. Это ограниченная глубина. Как мы все знаем, воздух, он теплый все равно, как выходит из компрессора. То есть его надо дополнительно охлаждать постоянно. Это тоже трудный объем оказывает работа. В данном случае мы что предлагаем? Самое главное, это конструкторские основы. Пока мы так видим, это прикладного характера исследования. И надо сделать так, чтобы буровые инструменты, они по конструкторским характеристикам обеспечивали минимизацию тепловыделения, то есть меньший контакт с забоем, но при этом объемное разрушение горной породы. В данном случае мы тогда обеспечивали бы снижение теплопереноса, которое позволяло бы нам избегать таких осложнений, как таяние льда. Это один из вариантов. Следующее, мы всегда говорим по поводу наращивания минеральных сырьевых ресурсов. То есть, как я уже сказал, наша республика, она богата всеми известными полезными ископаемыми. И разведки, которые проводятся, геолого-разведочные работы, которые проводятся, они в большинстве случаев проводятся уже известными способами, которые были разработаны уже в прошлом веке. Нового, к сожалению, пока нету. То есть выпускаются уже известные, они не модернизируют те инструменты, которые выпускают. И иногда бывает так, геолого-разведочные организации, они сталкиваются с такими проблемами. То есть высокий, быстрый износ буровых инструментов, редко бывает запасных частей не хватает, часто выходят из строя буровые инструменты, оборудование замерзает, гидравлика замерзает из-за зимы, и так далее. То есть это все отрицательно воздействует на геолого-разведочную работу. И когда мы говорим про наращивание минеральных сырьевых ресурсов, мы всегда имеем в виду это новые поисковые работы. То есть поисковые работы, они всегда сопровождаются в основном
геолого-разведочным работам, то есть это бурение скважин. Только благодаря буровым работам, когда мы достаем из земных недр пробы горной породы, да, мы познаем содержание горной породы, мы устанавливаем глубину будущей нашей скважины, мы устанавливаем границы пластов рудной зоны. И таким образом мы что делаем? Мы подготавливаем месторождение для дальнейшей разработки. Это самая важная часть. И очень много ресурсов тратится именно на геолого-разведочные работы, то есть на буровые работы. Основным из задач перспективных планов развития организаций, геолого-разведочных организаций, крупных, это имеется в виду Алроса, Алмаза Набара, у них стоит задача это совершенствование существующей технологии. В данном случае мы как раз таки вот отвечаем этим требованиям и продолжаем наши исследования, обновляя, оптимизируя, да, конструкторские разработки, изобретая новые какие-то инструменты буровые, коронки, долота, буровые снаряды, технологии и так далее, которые могли бы быть, да, применимы к практическому назначению именно для того, чтобы обеспечить эффективность всех буровых работ, минимизировать осложнения, возникновение аварий, предупредить их, самое главное, и так далее. То есть это очень важная часть, и бывает так, что организации, они заинтересуются нашими разработками. И я хотел бы сказать, что Алмаза Набара в этом плане нам очень помогает, поддерживает, и благодаря вот совместно разработали новый буровой снаряд, который уже сейчас принят к внедрению в производство. Он исключительный вариант. Да, это. Сейчас Алмаза Набара, она в основном занимается рассыпными месторождениями алмазов. И разведка, разработка данных месторождений, она осуществляется очень старинным способом. Это проходка шурфов, разведочных шурфов. То есть там обязательно это имеется в виду доступ человека к горной выработке. То есть человек спускается в выработку, оттуда вручную сгребает горную породу, и это вытаскивается наверх. В данном случае что мы предлагаем? Мы полностью предлагаем исключить доступ человека к выработке и механизировать полностью данный способ буровым способом. То есть мы совместно разработали буровой снаряд большого диаметра. И думаем, что при эффективном проведении экспериментальных испытаний, которые потом впоследствии будет уже внедрена в производство, мы докажем эффективность нашего бурового снаряда, докажем также, что данный способ он наиболее эффективен и безопасен, и при этом мы даем такой же объем горной породы, который достают при ручной проходке шурфов. Что вот значит скважина? Скважина – это когда мы говорим про цилиндрическую выработку, которая, там невозможно находиться человеку. Когда мы говорим про горные выработки, шахты, шурфы и так далее, там обязательно присутствует человека. А в скважине человек не присутствует. То есть мы его сооружаем сверху. Да? Буровое оборудование, и человек, он как бы машинистом управляет этим буровым процессом, и таким образом осуществляется бурение скважины. Глубина скважины, она зависит от технического потенциала бурового оборудования, соответственно и диаметра скважины. Чем больше диаметр скважины, тем мы уже ограничены и глубиной, и уже техническим потенциалом. Самое главное, что я хотел сказать, когда мы проводим научные исследования, мы всегда ориентир берем на наши климатические условия, климатические и мерзлотные условия. То есть они нам диктуют свои условия. И, как я уже сказал, температурный фактор является особо важным моментом, когда при разрушении горной породы тепло выходит из бурового инструмента при контакте с забоем, да, мы наблюдаем очень много ряд таких осложнений. И полностью исключить их невозможно, но минимизировать можно. Минимизировать можно при разработке новых каких-то конструкторских решений, технологий новых и материалов. Самое главное – материалы. Сейчас вот очень много стало таких технологий, как аддитивные технологии, да, когда соединяются несколько новых материалов, свойств, и они создают условия, которые подошли бы к нашим условиям. И данные технологии мы изучаем, свойства изучаем и предлагаем такой вот вариант, как использовать их в практике. Но это сложно изготовить, с одной стороны, а с другой стороны, если нам это получится изготовить, то мы могли бы решить основную задачу – это
минимизации выделения тепла. Также у нас очень много проводится буровых работ по инженерным изыскательским исследованиям. В данном случае мы должны отбирать так называемые керны. Это столбики горной породы, по которым мы проводим дальнейшее геологическое исследование, геологическое и геохимическое исследование. Ну, при бурении скважин, инженерно-искательских скважин, когда мы говорим про колонковые снаряды, тепло, выделяющееся тепло, она способствует еще прилипанию горной породы, керна нашего, внутри колонковой трубы. Это же сразу же прекращение бурового процесса, остановка и также затраты времени. В данном случае мы используем продувку, да? Воздух. Воздух, из компрессора выводит уже растепленный. Мы его должны дополнительно охладить. И это тоже затраты. То есть затраты на оборудование, на обслуживание и так далее. Наша группа ученых, они работают над этим вопросом, проблемой, и предлагают свой вариант решения. То есть это конструкторское решение, и они уже изобрели конструкторские чертежи, которые уже запатентовали, по новому виду буровой коронки. Она имеет такое вот свойство, как амплитудная расстановка ирисов. Да? То есть это позволяет нам что? Минимизировать тепловыделение. Контакты ирисов разные, соответственно, она уменьшает площадь контакта с забоем, соответственно, у нас трение меньше получается. И в данном случае что мы получаем? Мы получаем наиболее благоприятные условия для бурения скважины. Керн уже не так прилипает к колонковой трубе. И у нас увеличивается проходка скважины. Эффективность увеличивается. Также мы разработали колонковый снаряд большого диаметра, который недавно запатентовали. Она позволяет нам бурить скважины, метровые скважины с отбором керна. Это очень исключительный особый вариант, который аналогов нигде нету. В данном случае, технология она могла бы быть применена при разведке рассыпных месторождений, при технической скважине большого диаметра и так далее. Наша работа, научная работа, они продолжаются. Мы все время усиливаем, обновляем свою группу, свое направление постоянно и всегда ориентируемся на производственные объекты, которые могли бы быть нам полезны.